Сагапши, Нарки и Псидах. Там, надо сказать, активность избирателей проявлялась с самого утра. Люди по факту отнеслись к выборам не как к повинности, а как к увлекательному историческому событию, на исход которого все они влияли напрямую. Активно выборы проходят на избирательном участке 42 в сельском поселении Сагапши. С самого утра здесь наблюдается высокая явка избирателей. Каждый житель села считает своим долгом принять участие в избрании президента. На удивление, очень активно. Сегодня с утра до обеда такой наплыв был людей. Работники не успевали, члены комиссии даже не успевали записывать. Можно даже сказать, очередь была. Выборы на этом избирательном участке проходят без каких-либо нарушений. Проведение выборов в Малгобекском районе образовано 23 избирательных участка. Мы сейчас объездили 3 населенных пункта. В Нарках мы были в Псидах и сейчас в Сагапшах. Выбор проходит при хорошей явке. Всего в сельском поселении Сагапши функционирует 4 избирательных участка. Так, например, с самого утра большой поток избирателей принимает участок 43. Уже к обеду ящики наполовину заполнены бюллетенями. Участие принимать здесь. Люди с самого раннего утра уже активно начали приходить. И я смотрю сейчас, люди дисциплинированные, они знают, что это выбор президента России, это серьезное дело. Поэтому надеются, что хорошего президента выбрать активно, хорошо ходит. А в соседнем селении Псидах для избирателей подготовили концертную программу с участием юных артистов Дома культуры. На участке номер 46 тоже наблюдается высокая явка избирателей. Только в первой половине дня здесь проголосовало 50% жителей села. Явка идет очень активно, избиратели проявляют свою гражданскую позицию. Вроде бы все у нас организовано: комната матери ребенка, комната для моления, комната отдыха, имеются медицинские работники на участке, организованы культурно-массовые мероприятия. Сейчас будущее страны в наших руках, и от результата выборов зависит, какой путь ожидает Россия. Голосуя, мы сами определяем, каким мы хотим видеть в дальнейшем наше государство. С такими словами и приходят на участок жители села Псидах. Вой голос, и много чего значит, каждый чем голос. Нигата, да, мулаха, война, именно вой камена, вой до галачу, пойдя хорош, дика хорош, войн мяша хорош, и почав около, да, мулаха. Мы выбираем президента. Для меня этот день очень значим, такой приятный день. За несколько часов на избирательном участке сельского поселения Инарки уже проголосовало более 800 жителей. 12 часов у нас проголосовало 895 избирателей. Избиратели идут очень активно. Есть избиратели, голосующие впервые. Для них были приготовлены подарки, сувениры. Также каждый 100-й избиратель получает от нас в подарок телефон. Здесь для избирателей установлены электронные ящики для сбора бюллетеней, что позволяет ускорить процесс подсчета голосов. А желающих поставить свою галочку в избирательной бюллетени только увеличивается. Это очень значимое событие, потому что мы сегодня решаем судьбу своей страны. И поэтому это очень ответственное мероприятие. Я, несмотря на то, что сегодня воскресенье, у нас очень много дел, и тем не менее посчитала, что это важнее всех остальных дел, потому что выборы президента, это мы к нему шли, готовились, каждый уже осознал свой выбор. Я думаю, что сегодня это, наверное, самый главный выбор вообще в целом нашей страны. И хочется выбрать, конечно, достойного. Каждый имеет право, конечно, отдать свой голос за того, кому он импонирует. Я думаю, нельзя ошибиться. И думаю, все придем к одному единому мнению. Пусть победит, наверное, лучше. Основная работа по подсчету голосов еще впереди. Юсуп Гелисханов, Исмаил Гатагажев, Рахман Цуров, Новости 24.